Я бросила свой канал из-за большого хейта, но со временем я поняла, что это наоборот большой плюс. В 2023 я уже начала свой блог. Я на тот момент учила немецкий, и у меня не было много друзей, которые понимали немецкий, а мне нужно было практиковать его. И есть такой совет, лайфхак, то есть когда ты объясняешь, например, то, что ты учишь, ты можешь просто это преподавать, и тогда ты будешь это сама понимать легче. Ну, я начала с легких фраз, я там приветствие, прощание, некоторые вещи, некоторые праздники тоже говорила на немецком. Из-за этого вышел очень сильный хейт в школе. Многие начали смеяться и говорить то, что вот, блогер. Это были в основном открыто хейтили парни, то есть если я мимо проходила там, и кто-то из моих одноклассников или же знакомых говорит «блогер», и многие девочки или же мальчики тоже прямо в лицо мне показывали, вот так пальцем говорили «я тебя видел в Инстаграме». В комментариях писали «не позорь школу». Ну, вообще-то я ничего про школу не снимала, и я даже не успела. Я хотела снять школьные принадлежности, там, школьные предметы на немецком, цифры, алгебру хотела на немецком. Но мне написали, типа, не позорь в школу. Потом просто в один момент мне стало очень обидно, то, что все меня хейтят, и некоторые мои близкие друзья тоже над этим издевались. И в один момент я просто решила, что я пока прекращу. Каждый, кто ведет какую-то деятельность в социальных сетях, он должен быть готов к тому, что кроме лайков у него будут хейтеры. Цель каждого хейтера – это получить внимание к себе, и поэтому он делает все, чтобы получить это внимание. Ваша реакция и есть то внимание, которое он ищет. Если вы человек эмоциональный и не можете пройти мимо этих негативных комментаторов или хейтов, так скажем, вам просто нужно блокировать этих людей. Я поделюсь еще одним секретом, что каждый хейтер, который оставляет негативные комментарии под вашей деятельностью, вы знаете, на самом деле он хочет и мечтает оказаться на вашем месте. Вести такой же блог, может быть, говорить так же, как и вы, выглядеть так же, как и вы, но, увы, у него нет специальных знаний, навыков, умений. Он этого не может. И единственное, что он может, это хейтить. Этим летом я как раз прошла курсы блогинга и курсы медиаграмотности. И потом, когда на уроках я слушала про хейт, и мне даже стало смешно и очень приятно, что меня хейтили, потому что когда хейтят, пересылают видео и получается больше просмотров. То есть они продвигали, сами того не понимая, мои видео, и поэтому у них были очень большие просмотры. Я сейчас собираюсь в каком-то скором времени снова возобновить канал. Я буду снимать про блогинг, уже другая сфера, снимать, как я снимаю эти видео и как я настраиваю камеру и всякие лайфхаки для тех, кто собирается открыть свой аккаунт, мотивационные видео, чтобы такие, как я, просто не перестали продвигать свой аккаунт.